Год уже, как я вижу и слышу, во всех СМИ об этом говорят и везде тиражируют, что Гагаузия объединилась, Гагаузия сегодня нету каких-то конфликтов внутри, там чуть не уже оппозиции нет, потому что все объединились. Благодаря этому это главное то, что есть сегодня, говорит об этом руководитель региона, и главное это заслуга объединения Народного собрания, исполкома Гагаузии, всех политических сил, и благодаря этому нормальные отношения с Кишиневым. Я скажу, что это немножко не так. Потому что если рассматривать, значит, у нас закончились башкирские выборы. И скажу, что с позиции оппонентов Ирины Федоровны, я считаю, что это очень правильно, потому что мы точно так же поступили, мы собрали свою группу в Народном собрании депутатов Народного собрания, у нас немало, немного, более 10 депутатов, и наших советников в городском совете, в сельских советах, где приняли решение, что давайте мы дадим возможность, чтобы руководство региона работало, пускай оно внедряет те проекты, которые считает нужным. В принципе, Башкан должен предлагать, а остальные должны все поддерживать. Мы, в принципе, поступили так же. Я видел со стороны и других, значит, наших оппонентов, и со стороны Фармузала, Яниоглу и других, что, в принципе, никто никакие проблемы не создавал. То есть дали возможность, чтобы исполком Гагаузии сразу был утвержден, исполком Гагаузии начал работать. Как она работает, это уже другой вопрос. Но благодаря этому в Кишиневе увидели, что в Гагаузии все спокойно. Хотя это спокойствие, которое не заслуга сегодняшнего руководства. Это заслуга, честно, можно сказать, что всех оппонентов, всех других политических оппонентов, которые дали возможности, чтобы Гагаузия могла дальше двигаться. С Кишиневым сегодня нормальные, хорошие отношения, только из-за того, что Гагаузия сегодня не поднимает каких-то основных вопросов. Гагаузия сегодня просто, как говорится, если есть какие-то серьезные вопросы между Кишиневым и Камратом, Гагаузия просто промалкивает. То, скорую помощь убрали с Гагаузии, мы промолчали. Гагаузия промолчала. Вопросы о судебной системе Гагаузия промолчала. Вопросы о прокуратуре Гагаузия промолчала. Конечно, как со стороны кажется все спокойно. Спокойно, потому что Гагаузия меньше начала, как говорится, требовать и добиваться тех моментов, которые должны быть, тех моментов, которые есть и закреплены за уложение Гагаузии. Я считаю, что это спокойствие и то, что со стороны считают хорошо, это не совсем хорошо.